В сети снова начали бурно обсуждать судьбу и роль имама Шамиля в истории Кавказа. Все, кому не лень, пытаются сделать себе хайп на этой теме. Даже потомки тех, кто всегда гордился тем, что они якобы дали отпор Шамилю. Ну куда же без них? Естественно, утаивая факт своего нахождения за спинами царских войск и на поле брани, и в крепостях. Ну да ладно, это всего лишь конъюнктура. Им сейчас выгоден негатив в сторону Чеченской Республики в информационном пространстве, поэтому и подливают масло в огонь. Шамиль и чеченцы. Для чеченцев имам Шамиль всегда был и будет частью их собственной непростой истории, которую они писали своей кровью вместе с ним. Наши героические и мудрые предки никогда бы не выбрали его лидером, если бы не считали достойным предводителем. Некоторые факты из жизни Шамиля. 1. Его предали и изгнали из Дагестана сами же дагестанцы с помощью колонизаторов. 2. Шамиля преследовали тоже его соплеменники. 3. Родных и близких Шамиля убивали дагестанцы. 4. Шамиля приняли, приютили, дали кров и защиту чеченцы, когда он с горсткой сторонников пришел в Чечню. 5. 8 марта 1840 года в Урус-Мартане съезд чеченского народа избрал Шамиля имамом Чечни и Дагестана. 6. Практически все самые великие и эпохальные сражения происходили на территории Нахчичо. 7. Самые выдающиеся и храбрые военачальники в армии имамата состояли из чеченцев. 8. Путь уважаемого имама, когда его избрали верховным главнокомандующим в Чечне, овеян славой в Чечне. 9. Под его руководством проливали кровь и отдавали свои жизни самые лучшие сыны чеченского и дагестанского народов. Критиковать Шамиля или восхвалять полное право имеют чеченцы, так как они соизволения Аллаха сделали его тем, кем он стал. И национальная принадлежность ровным счетом ничего не значит. Он в первую очередь наш имам, а уж затем, если вы уж так хотите, и ваш. Да смилостивится Всевышний над всеми кавказскими героями. Их очень много, начиная с первого имама Кавказа шейха Мансура.